Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Сегодня президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба направил президенту Сирийской Арабской Республики Башару Аль-Асаду телеграмму по случаю 72-й годовщины Дня независимости. На сегодняшний день Сирийская Арабская Республика, состоявшееся независимое государство. Несмотря на объективно существующие сложности, страна достигла успеха в различных областях государственного строительства, что позволяет вам с оптимизмом смотреть в будущее, говорится в частности в поздравлении президента. Как подчеркнул Рауль Хаджимба, в Республике Абхазия полностью разделяют ведущуюся правительством и народом Сирии при поддержке России успешную борьбу с международным терроризмом, которая находит сочувствие и поддержку в большинстве стран мира. Однако успехи Дамаска в борьбе с терроризмом не устраивают некоторые страны Запада и США, готовых еще больше дестабилизировать ситуацию в регионе. Мы категорически осуждаем акты агрессии США и их союзников в отношении Сирийской Арабской Республики и выражаем полную поддержку действиям руководства Сирии, подчеркнул президент. Как отметил Рауль Хаджимба, в Абхазии высоко ценят дружеские отношения с Сирийской Арабской Республикой и придают большое значение расширению взаимовыгодного сотрудничества. Визит представительной делегации Республики Абхазия в Дамаск в августе 2017 года стал важным и многообещающим шагом в развитии и углублении наших отношений, подчеркнул президент. Столетию пожарной охраны были посвящены учения, которые прошли сегодня на базе одной из пожарных частей МЧС в Гулрыжском районе. Абхазские спасатели демонстрировали свои умения и навыки, ловко взбираясь по лестницам и спортивную форму в беге на 100 метров с препятствиями. Об участниках и победителях, ставших уже традиционными соревнований, в репортаже Сарис Мар. Внимание! Марш! В любую минуту спасатели должны быть готовы оказать помощь. Такова служба. Чаще всего она связана с риском для жизни, требует больших сил, мужества и терпения. Сегодня сотрудники МЧС демонстрируют свои профессиональные навыки. Ко дню пожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии участники соревнований состязались в 4 видах пожарно-спасательного спорта: подъем по штурмовой и выдвижной лестницам, боевое развертывание и бег по 100-метровой полосе с препятствиями. Все это спасателям надо делать быстро, ведь дорога каждая секунда. Внимание! День пожарной охраны был учрежден ровно 100 лет назад еще в Советской России. Правда, отмечать эту дату так масштабно в Абхазии начали не так давно, с 2000 года. С тех пор традиционное участие в соревнованиях принимают все районно-спасательные части. Более 50 человек личного состава продемонстрировали свои навыки в различных категориях. Они были разделены по районам. По результатам соревнований было отмечено, что командам, которые показывают хорошие результаты в одной категории, не хватало подготовки в другой. К примеру, спасатели Чемчирского района показали лучшее время по подъему по штурмовой лестнице, но с бегом по 100-метровой полосе с препятствиями не справились. Продолжай! Для мастера спорта СССР Андрея Чмеляна двойной праздник. В этом году исполняется 50 лет, как он начал работать в пожарной части. Много раз принимал участие в соревнованиях, устанавливал рекорды, не раз становился победителем. По его словам, участники сегодняшнего мероприятия хорошо подготовлены. Тем не менее, многому им еще необходимо учиться. Сегодня по штурмовой лестнице результаты были слабые. По выдвижной лестнице были намного лучше. Поправлять всегда надо. Все великие спортсмены всегда тренируются, чтобы подготовиться себя хорошо. А ошибки, они по ходу бывают, исправлять надо. Но людей надо тренировать. Нужно, чтобы кто-то конкретно занимался. Если надо будет, чтобы в Абхазии были спортсмены по пожаро-прикладному спорту, значит, с ними надо заниматься. До объявления результатов соревнований личный состав пожарных спасателей с профессиональным праздником поздравили министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квицине и вице-премьер Аслан Кубахия, наблюдавший за учениями. Я еще раз хочу вас от души поздравить, пожелать вам здоровья в первую очередь, благополучия. Сегодня столетие пожарной охраны, то, что мы отмечаем, это столетие старого поколения. Имеется в виду
после восстановления советской власти. У нас еще есть праздники, уже после развала Советского Союза. Мы и этот праздник будем отмечать 30-го. Достоянием всего общества становятся ваши повседневные подвиги. Вы те люди, которые находите на страже безопасности нашего государства. Вы те люди, которые действительно не на словах, а на деле спасаете людей во многих нестандартных ситуациях. Это может бывать и пожары, это могут быть совершенно другие ситуации. От моря до гор простирается вся ваша деятельность. По результатам соревнований первое место заняла команда Сухумского района, вторыми стали ачимчирские спасатели, и на третьем месте оказалась команда МЧС Гулрыбского района. Также грамотами Министерства по чрезвычайным ситуациям были награждены отличившиеся сотрудники ведомства. Зария Смыр, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Сухумским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении Джгамазия Роберта Гулиевича, обвиняемого предварительным следствием в умышленном убийстве. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры Абхазии. Джгамазия признан виновным и осужден к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за то, что 17 июля 2017 года заранее спланировал и совершил умышленное убийство своей дочери Джгамазия Анжелики 1994 года рождения. Месяц назад управление Горстрой столичной администрации приступило к ремонту помещения, куда до конца года будет перенесено управление социального обеспечения администрации города Сухум. Демонтажные работы уже завершены, подводятся коммуникации, завозится оборудование. В общем, ремонт идет полным ходом. До конца года управление социального обеспечения столичной администрации перейдет в другое здание, более удобное и безопасное для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Следующую перерегистрацию пенсионеры будут проходить в новом помещении со всеми условиями. Все послевоенные годы помещение управления социального обеспечения столичной администрации, расположенное по улице Имама Шамиля, доставляло массу неудобств посетителям как из-за его расположения, так и тем, что там не было никаких условий, чтобы пенсионеры и люди с ограниченными возможностями могли без усилий добраться до нужного им кабинета. До конца текущего года управление будет перенесено в более доступное и удобное место в центре столицы. Сумма, заложенная в ремонтно-восстановительные работы, составляет более 9 миллионов рублей. Со слов начальника управления Горстрой столичной администрации Тимура Агарба, задержек с финансированием нет, и работа будет выполнена в срок. За это время сделаны демонтажные работы, залиты бетонные полы, в помещениях сделаны деревянные полы, заменены на новые. Завезли оборудование для внедрения электронной очереди, проведены электромонтажные работы, провели интернет, установили пожарную сигнализацию. Сейчас ведутся работы по обшивке стен гипсокартоном, ну и установкой пластиковых окон в проемах. На сегодняшний день все пенсионеры уже прошли перерегистрацию. Как обещают специалисты, к тому времени, когда начнется следующая регистрация, всю эту процедуру пожилые люди будут проходить в новом современном помещении, в котором будут созданы условия и для людей с ограниченными возможностями. Управление будет располагаться на первом этаже здания. Здесь не будет высоких лестниц. Предусматриваются пандусы, дверные проемы будут широкими, без порогов. В новом здании будет установлена система электронного учета, что позволит людям дожидаться своей очереди в комфортном зале ожидания. Рената Шакая, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Больному ребенку срочно требуется помощь. Джопу Нестору Алмазхановичу всего 5 месяцев. У него редкая врожденная патология – атрезия желчевыводящих путей. Единственное лечение, которое может спасти жизнь ребенку – пересадка печени. Однако эту операцию можно сделать только тогда, когда малыш наберет вес до 10 килограммов. Ребенку уже проведена процедура гепатопортоэнтеростомия для поддержания жизни. Процедура сложная и дорогостоящая. На данный момент состояние Нестора ухудшилось. Он должен находиться под постоянным врачебным наблюдением. Его вывезли за пределы Абхазии. В институте Склифосовского проводится поддерживающая терапия, которая стоит больших денег – 500 тысяч рублей. Такая сумма неподъемная для семьи, которая просит о помощи. Деньги можно перевести на Киви кошелек. 48 90 49 45 15 72 08 37.
Научно-практическая конференция, посвященная 80-летию со дня рождения видного ученого, профессора, кандидата филологических наук Владимира Касландзе, прошла в Абхазском институте гуманитарных исследований. Коллеги ученого выступили с докладами о жизни и научной деятельности Владимира Касландзе, которого не стало около года назад. Видный ученый, профессор Владимир Касландзе внес неоценимый вклад в становление и развитие абхазской науки. Он всю свою жизнь посвятил обучению и воспитанию молодого поколения. Владимир Касландзе в работе был очень строгим и при этом очень справедливым, честным, внимательным, добрым, с большим чувством юмора. Именно так говорят сегодня друзья и коллеги ученого. Умел поднимать настроение, умел говорить с людьми, особенно с молодыми, не делал грубых замечаний, но если ты нарушал абхазскую этику, то, конечно, он уже мог чуть построже. Владимир Касландзе после окончания школы поступил в Сухумское педагогическое училище. Закончив его с отличием, он продолжил учебу в Сухумском государственном педагогическом институте на филологическом факультете по специальности абхазский язык, литература и немецкий язык. С 1969 года становится старшим преподавателем кафедры иностранных языков Сухумского пединститута. В разные годы Владимир Касландзе являлся доцентом и профессором кафедры немецкого языка АГУ, был ректором СУИ, научным сотрудником отдела языка АБИГИ. У него много научных публикаций в области лексикографии и фразеологии. Он оставил абхазской науке ценнейшее научное наследие в области лексикографии, контрастивной лингвистики разносистемных языков, как, например, германского и абхазского языкознаний, фразеологии. Его труды, научные монографии являются весомым подспорьем для ученых-лингвистов, преподавателей, аспирантов, а также для студентов при написании курсовых и дипломных работ. Ученый Владимир Касландзе прекрасно владел несколькими языками – абхазским, русским, немецким и грузинским. Издал различные словари на всех этих языках. Он автор ряда учебных пособий для вузов. Следует выделить одну из последних его книг – «Фразеологический словарь абхазского языка», в котором впервые даются свыше 27 тысяч разработок фразеологизмов абхазского языка. Владимир Касландзе был настоящим патриотом своей страны. После гибели единственного сына на войне Владимир Касландзе не оставил научную деятельность. Наоборот, он считал своим долгом направить все свои силы на обучение молодых специалистов. Он видел, что мы очень за него нервничаем, но он сказал: вот я знаю, что вы за меня переживаете, но вы, говорит, не бойтесь. Мой сын погиб, мой единственный, но мы самого главного добились. Вот у нас уже победа, мы свободны. Поэтому все оставшиеся силы я приложу обучению молодого поколения и дальше продвижению абхазской науки. Осталось немало научных трудов, над которыми работал Владимир Касландзе в последние годы своей жизни. Абхазский институт гуманитарных исследований намерен в скором будущем опубликовать их. На вечере памяти родным Владимира Касландзе передали орден Ахтзапша III степени, которым ученый был награжден еще при жизни. Алика Трапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Очемчерский народный ансамбль песни и танца «Эрцах» с гастрольным туром посетил города Черкесск и Цхинвал. 10 апреля ансамбль дал концерт в Черкесске. Публика принимала артистов очень тепло. В особенности зрителям понравился военный танец «Победный». В Цхинвале концерты проходили при полном аншлаге. Многие номера зрители просили исполнить на бис. После концерта участники ансамбля встретились с послом и полномочным представителем Абхазии в Южной Осетии, с министром культуры республики. Нескольким участникам ансамбля «Эрцаху» были присвоены почетные звания. Надару Кварче было присвоено звание «Заслуженный артист Республики Южная Осетия». Адауру Пипия, Тимуру Туйба, Макланзе Квицине вручены почетные грамоты за вклад в развитие культуры и дружеских отношений между Абхазией и Южной Осетией. Расширенный репортаж о гастролях ансамбля «Эрцах» смотрите в нашей программе сегодня. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометеоцентра, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 8-13, днем 16-22 градуса. Температура морской воды 13 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.